Тунов, номер 7, Александр Мюристай, номер 16, Вячеслав Шлыков, номер 9. Прошу прощения, здесь опять опасно у ворот БСК. Ну, не дают они расслабиться и уже удваивают свое преимущество. И делает это Тимур Нуркаев, номер 87. Вячеслав Шлыков 9, еще раз Александр Елизарев 29, Семен Захаров 57, Тимур Нуркаев, автор второй шайбы, номер 87, Даниил Дюрягин 55, автор первой шайбы, да, Роман Прохоров 19, Тимур Тагиров номер 21. Ну и главный тренер команды Сергей Сергеевич Емелин. Ну и готовыми наслаждаться хоккеем. Буквально за 5 минут 2 шайбы забросили хоккеисты Транснефть Урала. А вот сейчас попытался Илья Сагеев там огрызнуться. Да, но ничем это не увенчалось. И вновь Транснефть в атаке. Опасно у ворот БСК. Филиппов там попытался шайбу выбросить из собственной зоны. Не получилось. Тут же Шеймарданов Дмитрий шайбу подхватывает. Ну и Юрий Филиппов начнет шайбу вкатывать в зону соперника. Точная передача на Вадима Петрова, но Вадим как-то не очень расторопно так действовал. Здесь замах на миллион был в исполнении Илья Сагеева, но по шайбе он не попал. И тут же Транснефть входит в зону соперника. Сергей Лебедев там сзади ворот действует. Передача на партнера. Но здесь не точно. Не дошла шайба до Ирназарова. И уже вторым темпом атака развивается. Лебедев. Попытка броска. И рядом со штангой шайба пролетает мимо. Ну и очень-очень напористо действует Транснефть Урал, что даже вот на ногах не смог сейчас устоять Дмитрий Шеймарданов, да, но благо обошлось, и атака в исполнении БСК. Алексей Файрушин там пытался что-то сообразить, не получилось, но Файрушин там атаковал, но ничем это не увенчалось. И тут же на скорости Ильдар Ирназаров. Ирназаров сам бросил, точно, но вратарь на месте. Ну, довольно-таки много уже с самого начала встречи у Рамиля Загидуллина работы. Именно он стартовый вратарь, номер 51. Ну, работы хватает, но здесь сейчас есть возможность что-то придумать у БСК. Ну и надежен. Надежен Евгений Брендин. И сбрасывание будет в зоне Транснефть Урал. Посмотрим, что смогут соорудить там хоккеисты БСК. Но, по крайней мере, Агеев сейчас сбрасывание проиграл. И, тем не менее, вот здесь вот Филиппов борьбу попытался навязать, не получилось. И вот здесь казалось бы, что и в зоне сохранить шайбу успели. Но посмотрите, какие скорости. Вошли в зону. Ну, Шлыков там очень неплохую технику и скорость демонстрировал. Тем не менее, его обокрали. И уже очередная попытка войти в зону соперника. Шлыков получил от партнера шайбу. Обратно. Там Дюрягин со Шлыковым довольно-таки неплохое взаимодействие показывает. И вот сейчас на Дюрягина шайба, казалось бы, дошла, но не точно. Мюристай ищет партнера. Находит Шатунова. Шатунов бросает. Не точно. Ну и вновь контроль шайбы за хоккеистами Транснефть Урал. Закладывает там вираж Шлыков. Ну и аут по хоккейному, по футбольному, прошу прощения, можно сказать, да, но просто заградительную сетку. Шайба коснулась, и сбрасывание будет в зоне башкирской электросетевой компании. 0-2 на табло. Ну, я бы не сказал, что не было шансов у БСК. Пару моментов они создали у ворот Транснефти, но пока что и защита, и Евгений Брендин надежный, да, вот сейчас как раз Брендин шайбы коснулся, оставил ее на Ирназарова, Ирназаров на партнера, ну и с своей зоны начинает атаку Захаров. Сам зашел в зону Захаров.
в ближний угол бросок и не зафиксировал сразу шайбу Загидулин, но вот со второй попытки у него это получилось. И сбрасывание в зоне Бэска. Выиграли сбрасывание хоккеисты Транснефти Урала. Вновь бросок. Неточный, но тем не менее шайбу контролирует. Очень высокая скорость. Но пока что удается хоккеистам башкирской электросетевой компании нет-нет, да, что-то придумать. В центральной зоне шайба. Есть там партнеры. Ну, сам здесь Файрушин катает. Башкир в зону без офсайда. Ну, некому там помочь. И уже контратака в исполнении Транснефти. Но очень такой скоростной и молодой коллектив у нефтяников, да, вот виден потенциал. Ну и недаром они сейчас в турнирной таблице лидируют, да, 4 встречи провели и 4 победы одержали. Ну и 5 числа вот эти коллективы встречались. Без шансов для башкирской электросетевой компании. Транснефть Урал победу одержал. Ну и вновь они рвутся вперед. Большое количество времени в зоне соперника нефтяники проводят, но должное надо отдать, что Бэск отбивается довольно-таки неплохо, несмотря на 2 пропущенные шайбы. Но вот вгрызаются буквально в соперника какие Транснефть Урала. Вот сейчас могли убежать вперед, не получилось, и вновь контратака. Здесь и от своего чуть было шайба в ворот не залетела, хотя Эдуард Герасимов там им ворот бросал. Чем-то недоволен сейчас Сергей Лебедев, но это недовольство, на это недовольство судья никак не реагирует, а вот здесь вот очень так незатейливо Юрий Филиппов шайбу оставлял, и тут же ответ в исполнении Транснефти Урала. Хорош вратарь, а? Ну, сегодня больше всего работы, наверное, будет у Рамиля Загидулина, да, ну и вновь Эдуард Герасимов его воротам угрожал. Но вратарь, надо отдать ему должное, справился с этой угрозой. Шлыков дождался здесь защитника. Нет офсайда, попытка дальнего броска в исполнении Сергея Лебедева, не точно. Ну и вновь какую-то комбинацию сейчас затевают хоккеисты Транснефти Урала. Лебедев подскочил там Файрушин, но на замахе убрал, можно сказать, Лебедев своего оппонента. Здесь вновь угроза. Это Мирюстай там действовал. Лебедев. Надо попробовать бросить. Не стал он этого делать. И тут же Файрушин подскочил и шайбы своей зоны смог отбить. Подхватили хоккеисты Бэска шайбу. Ну и в статистику этот бросок войдет как бросок в створ. И такое бывает, что залетает, но благо, что Брендин не спал, да, находился в воротах и свою работу выполнил. Попытка броска в исполнении Мирюстая. Тут же опять шайбой завладели хоккеисты Транснефти Урала. Там это Захаров был, но здесь уже и не Захаров, а с неудобной руки бросок. Ну, отбиваются силами Рамиля Загидулина. Свою зону можно было попробовать начать, что они и делают, собственно. И Захаров сам оставил на партнера. Тут же попытка броска и шайба в ворота. Звякнула штанга. И просят болельщики: давай еще. Ну, Нуркаев, автор шайбы. Тимур Нуркаев, номер 87. Вот так вот. 3-0. Точнее, 0-3, да, в качестве гостей сегодня Транснефть выступает. Но не меняет это сути. Все играют в Уфе. Прошу прощения, не Нуркаев. Просто он так радовался. А Ишат Галиулин, значит, с автором шайбы. Ну, возможно, какая-то ошибка. Это все уточнится.
в итоговом протоколе. С ним можно будет ознакомиться на сайте Башкирской хоккейной лиги. Благо статистика ведется, да, благо протокол заполняется. Можно последить за жизнью Башкирской хоккейной лиги. И в группе ВКонтакте публикуются фотоотчеты. В этом плане Башкирская хоккейная лига, ну, очень хороша в плане медийности. И вот здесь сейчас есть возможность убежать вперед, но нет. Как-то вот бесхитростно действовал Агеев, и не дошла там шайба до Филиппова. И вновь атаку свою Транснефть Урал начинает. 1 против 4 буквально там действует Лебедев. Оставил на Герасимова. Лебедев с Герасимовым там, казалось бы, разобрались, да. Ну и вот здесь уже хоккеисты Беска, но не дают они отброситься. Ну и попытка броска. Очень хлесткий получился у Ильязарева бросок. Но мимо ворот. Средний зой наша шайба. Попытка навязать борьбу в исполнении Павла Тарана. И звучит свисток, сигнализирующий нам о том, что не по правилам вошли в зону хоккеисты Башкирской электросетевой компании. И сбрасывание будет... А нет, прошу прощения, Транснефть не по правилам вошла в зону. И сбрасывание будет в средней зоне. Выиграли сбрасывание хоккеисты Беска, но ей уже шайбой этой завладели хоккеисты Транснефти. Шлыков там воротам угрожал. Но Рамиль Загидуллин надежен. Надежен Рамиль Загидуллин. Сегодня работы у него много уже, да, но я думаю, что для Рамиля не впервой оказываться в таких заварушках. 86-го года он рождения. Молодой. И трудиться еще способен, так сказать. Ну и вот здесь опять неудачно в защите действуют хоккеисты Башкирской электросетевой компании. И Вячеслав Шлыков блеснул индивидуальным мастерством и с неудобной руки в дальний угол эту шайбу, так сказать, засандалил. По-простому говоря. Ну и преимущество колоссальное, конечно, у Транснефть Урала, но не опускают руки хоккеисты Башкирской электросетевой компании. Есть и болельщики на трибунах. Вот здесь опять опасный. Как быстро очередную шайбу свою забрасывают хоккеисты Транснефти. Ну и, по всей видимости, на счете 0-5 закончится у нас первый период. Да, 0-5. Отдохнем 5 минут и продолжим наблюдать этим великолепным хоккеем. Возвращаемся мы с вами на лед. Совсем недолго продлился этот перерыв. Ну и 0-5 на табло малой арены Уфимской спортивной арены Уфа-Арена, универсальный спортивный комплекс Уфа-Арена, малая арена, да. И 0-5 впереди Транснефть Урал. Преимущество колоссальное, конечно, в Транснефти, но тем не менее стоит отметить, что не опускают руки хоккеисты Башкирской электросетевой компании и стараются. Ну и вратарь сменился у той и у другой команды. А вот здесь
Олег Сидоров будет защищать ворота башкирской электросетевой компании. Айдар Султанов будет отвечать за последний рубеж у ворот Транснефть Урала. Ну и удаление. Удаление в составе башкирской электросетевой компании. Ну и, по всей видимости, до конца матча. А нет, прошу прощения, не на ту скамейку. На ту скамейку укатился Искандер Салихов. Ну и что-то там успели ему на прощание сказать. Видимо, не очень рады были его действиям хоккеисты Транснефти. Там очень напористо, так рьяно бежал вперед Вадим Петров, но не удалось ему двоих хоккеистов обскакать. И уже атака в исполнении Транснефти Урала. Сдвинутые ворота сейчас. И в чем-то молчит свисток. Видимо, ну, ничего страшного. Ничего страшного для продолжения матча не случилось. И матч продолжается. Ну и дают судьи поиграть, да, это приятно. Лишние задержки ни к чему, да, чтобы ритм игры вот такой вот поддерживать. Тем более он напористый, ну и напористо свои действия реализуют хоккеисты Транснефти Урала. Делает это Эдуард Герасимов. Ну и прекрасные действия там партнер. Олег Сидоров, к сожалению, не смог выручить свой коллектив. Многоопытный Олег Сидоров. Ни одному его сменщику Рамилезу Гидулину сегодня отвечать за последний рубеж, да, на Олега Сидорова также работа сегодня найдется. Ну и выиграли сбрасывание хоккеисты БСК. Зашли в зону. Опасный бросок. Неплохая угроза в исполнении Ильяса Агеева. В равных составах, да, сейчас коллектив у нас играет. Вышел на площадку Искандер Салихов, ранее удаленный. Ну и прижимает шайбу сейчас вратарь Транснефти Урала. Искандер Султанов. Сейчас его у ворот было опасно. Тоже не приходится скучать. 0-6. Конечно, 0-6 за полматча можно отыграть, но по такой игре очень сложно это сделать. Нечто волшебное должно сейчас произойти в составе БСК, да, для того, чтобы ситуацию исправить. Но самое главное, конечно, не победа, а, наверное, удовольствие от игры. Поиграть с такими мастерюгами. Под мастерюгами я подразумеваю игроков Транснефти Урала, да, которые, ну, пока что на голову выше. Выглядит заметно работа Сергея Емелина. Сергей в прошлом хоккеист и уфимского Салатуйлая в том числе, да, вот и его работа здесь в Транснефти видна. Ну, поднята рука арбитра вверх, сейчас будет удаление в составе БСК, да, собственно, свисток звучит, недоумевает там 97-й номер Алексей Файрушин. За что, как, почему, ну, судьи уже решение свое приняли, и Алексей 2 минутки отдохнет. Одно большинство уже Транснефть Урал реализовала. Посмотрим, что есть в арсенале дружины Сергея Емелина еще. Ну и трибуны просят очень шайбу. Тем не менее, Филиппов здесь шайбу выгрызает. Может попробовать убежать вперед. Ну, практически вошел в зону, да, но тут же Елизарев его проникновение пресек. И начинает Транснефть свою атаку. Вошли в центральную зону, уже в зоне соперника. Передача на партнера. Звенит штанга, и с неудобной руки Семен Захаров с передачи Тимура Нуркаева попытку реализует. 0-7. 0-7 на табло, и все меньше и меньше улыбок на лицах болельщиков и на лицах хоккеистов. Но играть еще половину матча практически. Напомню, предыдущая встреча закончилась со счетом 8-1 в пользу Транснефти Урала. Ну, гол престижа нужен. Нужен, естественно,
дружине Салавата Хайруллина. Ну и в полных составах играют команды. Но такое ощущение, что на одного хоккеиста поменьше, да, у БСК. Вот сейчас как хорош 19 номер. Ну, один он там против троих хоккеистов действовал. Но, тем не менее, запишем действия вот эти Вадима Петрова в плюсик большой. Вошли в зону. Ну, опять как-то без зуба там получилось у Искандера Салихова. И тут же отбились хоккеисты Транснефти Урала. Проброса не будет. Там кладут на лед Агеева. Но все в рамках правил. Здесь блещет индивидуальным мастерством 19 номер. Ну и обокрали там Романа Прохорова. И попытка что-то соорудить. Не было офсайда. Передача на партнеру. Там лежал уже на льду Ильдар Султанов, но не реализовали этот момент. Попытка номер 2. Вновь Султанов там в игре. Хайруллин что-то там предпринять попытался. Ну и за пределы площадки шайба улетает. Но сбрасывание будет в зоне Транснефть Урала. Меняют они игровое звено. Надо отдохнуть, надо свежими силами пойти вперед. Тем более, ну, счет позволяет что-то комбинационное провести, да, так сказать, небольшая, можно сказать, игровая тренировочка, какие-то новые сочетания попробовать. Но вот сейчас есть возможность еще раз отличиться, и выход 1-1 с вратарем реализован. И делает это Александр Мюристай. Расстроен так Олег Сидоров. Клюшечкой по льду поводил. Ну, что поделать? Что поделать? 0-8. 0-8. Ну, еще играть и играть. Еще половина матча практически. Ну и болельщики все равно поддерживают коллектив. Все понимают, да. Вот здесь опять опасный. Как хорош Сидоров. Очень хорош Сидоров. Включает скорости. Ну, откуда столько энергии, мне непонятно. У хоккеистов Транснефть Урал опять Сидоров. Ой-ой-ой. И фиксирует надежно. Очень надежно. Сейчас Олег Сидоров эту шайбу зафиксировал. Дает возможность смениться коллектив. Ну, Олег Сидоров многоопытнейший голкипер. Аж 69-го года рождения. Браво, что в отличной форме себя держит, да. В таком возрасте, как бы, ну, вратарем быть, это вдвойне. Вдвойне заслуживает похвалы. Вот здесь опасно было у ворот Сидорова, опять-таки, но так вот отбились по теннисному вперед, шайбу выбросили. Но здесь не очень расторопно действовал Ильдар Султанов. И опять угроза у ворот. Но как сейчас промахнулся Вадим Петров. Да. Момент был отличный, но реализация подвела, к сожалению. Ну, сам не ожидал. Мне кажется, Петров вот сейчас передача на Филиппова не точно. И тут же Филиппов там укатывается на смену. Не торопится. Все понимают. И надо сейчас в свое удовольствие встречу завершить, да, все-таки дать бой Транснефть Уралу, потому что, ну, есть потенциал определенный у энергетиков, несмотря на то, что всего лишь одну встречу они выиграли на данный момент Башкирской хоккейной лиги. Об этом нам свидетельствует сайт Башкирской хоккейной лиги, да, и ну, Транснефти пока что поражений нету, так же, как и у УФСИН. 4 матча провели, 4 победы одержали. И вот следующий матч у нас УФСИН проведет с Баш РТС. Посмотрим тоже на это противостояние. Очень интересное. Вот здесь очень интересно и сейчас может получиться. Там Олег Сидоров недоумевает, как так его оставили в одиночку. Там
не совсем понятно, почему звучит свисток арбитра, потому что ворота сдвинуты. Да. Ну, как-то вот Олег Сидоров, видимо, на опыте какой-то такой хитрый прием использует. Незаметно ворота сдвигает для того, чтобы, ну, точно уже ничего не получилось у хоккеистов Транснефти Урала, но куда деваться. Хоккейные хитрости бывают различные, и, возможно, здесь какой-то секрет Олег знает. И сбрасывание будет в его зоне. Вновь выиграл Транснефть. Сбрасывание. Сергей Лебедев хлестко так бросил, но благо стекло не разбил. Потому что мимо ворот шайба пролетела, и вновь Транснефть. Вот что делает сейчас? Что делает сейчас 19 номер? У Романа Прохорова все в порядке с техникой владения шайбой. Ну и здесь без клюшки оставили Филиппова. Разводит руки в стороны. Ну, наказывают за это Сергея Лебедева. Ну и впервые в этом матче башкирская электросетевая компания будет играть в большинстве. Ну, посмотрим, что есть в арсенале у дружины Салавата Хайруллина. Возможно, сейчас есть шанс размочить счет. И просят болельщики шайбу. Исполнение БСК. Шайбу-то они выиграли, но... Ой-ой-ой, ну опасно было сейчас у ворот Султанова. Не разобрались здесь, кому взять эту шайбу, и подобрали эту шайбу хоккеисты Транснефть Урал. В центральной зоне обхитрили сейчас Вячеслава Шлыкова хоккеисты БСК и начнут атаку Транснефть со своей зоны. Нефтяники в атаке, несмотря на то, что играют в меньшинстве, в их интересах сейчас время немножечко потянуть, да, и вперед убежать. Филиппов, передача на Петрова, но Петров слишком рано вошел в зону, и уже Филиппов отдавал ему в офсайд. И сбрасывание будет в центральной зоне. Минуту с небольшим играть в большинстве хоккеистам БСК. Ну и 2 минуты с небольшим также нам осталось следить за периодом под номером 2. Проиграл Файрушин это сбрасывание, и уже шайбой владеет Ирназаров. Ирназаров. Такой навес. Отскок очень удачный был на партнера. И вот только сейчас шайба добирается до Шлыкова. И Шлыков на скорости, ну, сам упал. Нет, все в рамках правил, но вошли и в зону в рамках правил. Попытка броска, там защитника шайба прилетает, до Сидорова даже она не долетела. Ну и отбиваются. Да, несмотря на то, что играют в большинстве, отбиваются хоккеисты башкирской электросетевой компании. Транснефть в атаке. Скорость. Ну, как-то так неудачно, видимо, сейчас встретили 21 номера, так подхрамывая. Укатывался, ну и в полном составе. Сейчас Транснефть. Все в рамках правил. Тагиров. Показалось мне, что хромало. На самом деле все в порядке. Тагиров оставил партнеру. Есть возможность что-то придумать. Ну, так рисково сейчас действовал 29 номер. Но, тем не менее, все хорошо. Для Елизарева закончилось. И уже вторым темпом атака развивается. Здесь по борту передача. Ну и такая отмашечка в надежде на то, что и так зайдет. Да, но не удалось сейчас Тагирову. Хотя момент был неплохой. Но вновь Транснефть в атаке. Не дают они там продуху хоккеистам БСК. Накатывал Тимон Нуркаев. Неудачно. И опять вошли без офсайда. Не так много ошибок со входом в зону у хоккеистов Транснефти. Ну и звучит сирена, сигнализирующая нам о том, что закончен период под номером 2. Отдохнем буквально минутку и продолжим период под номером 3.
Ну, возвращаемся мы с вами на лед. Третий период противостояния башкирской электросетевой компании и Транснефть-Урал. 0-8 счет на табло. Ну, преимущество колоссальное, конечно, у Транснефти, но стоит отметить, что и местами были моменты и у энергетиков, да? Ну и вновь вернулся в ворота Рамиль Загидуллин. Олег Сидоров провел достойно, на мой взгляд, второй период, несмотря на пропущенные шайбы. Ну и местами подтащил команду. Вот сейчас есть возможность что-то придумать. Но ничего не придумали, а сейчас за придумкой едут хоккеисты Транснефти и не реализовывают этот момент. 19-й номер, Роман Прохоров, хотя все для этого партнер сделал. Но стеной на его встрече встает Рамиль Загидуллин. Рамиль Загидуллин, 86-го года рождения, я повторюсь, да, ну и более опытный Олег Сидоров. Вот сейчас шлем надел и в любой момент готов вновь войти в игру. Силы явно есть. Но силы есть и у Транснефти. Кружит, вертит там. 17 номер лежит на льду. Там кто-то из хоккеистов Транснефти. Это Герасимов. Ну, очень больно ему, по всей видимости, там досталось. И удаление будет. Удаление будет в составе башкирской электросетевой компании. С улыбкой на лице Искандер Салихов площадку покидает. И оставляет свою команду в меньшинстве. Ну, уже две попытки, если мне изменяет память, реализовали хоккеисты Транснефть-Урала. Ну и сейчас опять какие-то совещания, опять какие-то домашние заготовочки. Ну, Сергей Емелин наверняка этот компонент ребятам поставил. Ну и Шлыков сейчас это сбрасывание выиграл. Передача на партнера. Ирназаров. Опять передача. Есть там и на пятаке игроки, но нет, здесь что-то другое хотят придумать. Выкатился здесь 29-й и сразу же не точно. Елизарева получилось. Ну и отбрасывается Беск. Отбрасывается Беск. Не стал далеко выкатываться Ильдар Султанов. До этого у нас встречались БГК и Уралец. Вот там вот хотел бы отметить вратаря уральца Гарифуллина. Он очень неплохо выкатывался из ворот и порой даже заставлял волноваться хоккеистов своего коллектива, но тем не менее был надежен. Хотя и проиграл команда. Но сейчас в атаке Транснефть-Урал. И опять опасно у ворот Загидуллина, но неудачно. Момент завершился. Ну и какие-то здесь подсказки своему партнеру Александр Елизарев дает, что, видимо, Данил Дюрягин должен был на него сыграть. Но этого не свершилось. И сбрасывание вновь в зоне хозяев, номинальных хозяев площадки. Сейчас убегают они вперед. Неплохо. Петров там на партнера и ложится стеной Султанов. Ну и в очередной раз отмечаем действие Агеева. Очень уж хороший хоккеист. Вот Филиппов, Агеев, ну и Петров. Вот такая вот хорошая. У них троечка. А вот здесь вот не будет удаления. Все в рамках правил. Ну и опять отбросились хоккеисты башкирской электросетевой компании. И в равных составах начинают играть команды. Здесь падение. Все хорошо. Агеев там и Филиппов. Агеев, бросок на месте Султана. Ну и сбросил. Сдвинуты ворота. Игра продолжится. Ничего страшного, потому что в атаке Транснефть-Урал. Там и судья успевает эти ворота на место поставить. Ворота были пока не нужны. Потому что в атаке были нефтяники. И они опять начинают атаку. Штунов там бросил шайбу в зону.
Ну и она до Еловенко докатилась. Еловенко там очень так опрометчиво действовал, но здесь до Филиппова шайба докатилась. Но и его обокрали. Транснефть в атаке. Лебедев. Лебедев. Можно попробовать и самому бросить, что и делает, но хорош. Хорош Загидуллин. Герасимов. Герасимов. Передача на Лебедеву. И тут с острого угла попытка бросить. Ну и отбивает клюшкой вратарь шайбу. Что ты делаешь? Доносится из уст Загидуллина. Видимо, недоволен он действием своих защитников. И вновь в атаке Транснефть вошли в зону. Очень хороши в этом компоненте. Я повторюсь, практически офсайды не фиксируются при входе и в зоне. Здесь сзади ворот. Ой-ой-ой, вот это сейф. Вот это сейф. Ну и как там? Какую передачку просто на блюдечке выкатил Роман Прохоров на своего партнера. Но, к сожалению, Ирназаров не смог этот момент реализовать. И надежен. Надежен Рамиль Загидуллин, у которого работа не уменьшилась. Несмотря на то, что один период он не играл, да, а его сменщик Олег Сигдоров ворот защищал, но тем не менее в третьем периоде очень надежен. Ну, опять его сейф, но Рамиль Загидуллин пока что на 0 этот период проводит. Ну и будем надеяться, что и шайбу в исполнении Беска мы увидим, потому что болельщики этого очень сильно ждут. Не зря же они пришли поболеть за своих коллег, друзей, родных, близких. Ну и будем надеяться, что не только коллеги и близкие на трибунах, да, что и рядовые болельщики. А вот здесь может получиться что-то. Петров. Петров. Нашел там партнера. Агеев там ему обратно отдавал, но не точно. И уже контратака в исполнении нефтяников. Передача не дошла она. Ну, вот Шлыков хватил, бросил. Вгрызаются буквально в шайбу хоккеисты Транснефти. И вот не дают оперативного простора особо Дюрягин. Дюрягин там толкался, бился. И уже Агеев. Ну там, видимо, какой-то выступ у борта, что шайба так резко отлетела. Завладели шайбой хоккеисты БСК. Неплохо. Но с офсайдом Петров вошел в зону соперника. Поторопился. Поторопился там Петров. Филиппов закатился, возможно, какую-то комбинацию хотел придумать, да, сейчас Филиппов как раз-таки высказывает партнеру, что ну, так действовать не стоит. Ну и сбрасывание в центральной зоне. Выиграли его хоккеисты БСК, сбросили в зону. Шатунов тоже по борту, но офсайд. Офсайд. Задержался в зоне Еловенко. И надо смотреть на площадку, надо смотреть. Ну, офсайд был там километровый. Просит прощения там Еловенко у партнера, да, и могли выиграть, но проиграли. И вот сейчас бежал вперед там Захаров. Захаров там поборолся, но шайбой завладели хоккеисты Беска. Бортом Вайрушин бросил. Но уже скорости не те, да, силы не те. И Штунов ему проход заграждает. Тем не менее, здесь шайбу отобрали. Бросок, но прям вратаря. И Султанов шайбу в ловушку фиксирует. Отдает ее арбитру. И будет сейчас сбрасывание в зоне ворот Транснефть Урал. Транснефть Урал ведет со счетом 8-0. И вот надо гол престижа. Надо гол престижа Беску сейчас забить хотя бы, да, где одна, там и две, а то и три. Ну, про 8 говорить сложно, но тем не менее одну-две шайбы очень хотелось бы увидеть в исполнении Беска. Ой-ой-ой, там лежа клюшкой надежно играет Рамиль Загидуллин. Проспали этот момент защитники, но Загидуллин подстраховал.
И уже контратака в исполнении Беска. Оставил на партнера. Дальний бросок. Добивание. И... Ну, момент. Сам не ожидал, мне кажется, там Петров вот этого добивания. И мимо ворот шайбу пустил, к сожалению. Там в подкате по футбольному действовал 17 номер, но все в рамках правил. Филиппов там навязывает борьбу сразу двум оппонентам, но здесь Герасимов надежно разобрался, и уже Ирназаров падает на лед, но не было там никакого нарушения. Здесь отбросились и тут же шайбой завладели хоккеисты Беска. Салихову не надо спать, потому что тут же на спине у него висят оппоненты. Ну и звучит свисток, сигнализирующий нам о том, что хоккеисты Транснефть Урал будут играть сейчас в меньшинстве. Ну и какие-то переговоры там ведет Лебедев с Салиховым. Но, видимо, какие-то давние счеты у них есть. Но игра не особо грубым образом протекает. Есть удаления, но они абсолютно игровые. Проиграли хоккеисты Беска шайбу. И вот здесь вот опасно. Шлыков убегает с неудобной руки. Как хорош Загидуллин. И надо сейчас идти вперед. Вы в большинстве играете. И надо забивать шайбу. Тем более болельщики ее заждались. Назад на защитника. Но не расторопен сейчас 15 номер. И это ошибки Лавенко может стоить дорого хоккеистам Беска. Но благо угроза миновал. Салихов вбросил шайбу вперед. Надо ускориться. Сергей Емелин говорит, что Шатунову надо эту шайбу подобрать. Шатунов аборт. Ну и как хорош на скорости Шлыков, да? Ну, очень юркий, маневренный хоккеист. И в скорости пока что своих оппонентов он обходит явно. Вброс шайбы в зону. Но пока как-то без зуба выглядит большинство Беска. И в меньшинстве отличаются хоккеисты Транснефть Урал. Тимур Тагиров это делает. Тимур Тагиров, номер 21, воспользовался этой ошибкой хоккеистов башкирской электросетевой компании. И 0-9 за 4 с небольшим до окончания встречи. 0-9, 9 шайб мы увидели с вами в одни ворота. Ну, будет ли счет двухзначным, интересно, но надеемся, что и Беск себя в руки возьмет, даст, так сказать, жару и шайбу забросит. Тем более вот сейчас отличный момент у Агеева, но не точно. Не точен Ильяс, и уже шайба-то в зоне Беска. Как они успевают это делать, я говорю о Транснефть Уралу, что вот буквально в каждой зоне у них оказывается каким-то образом по хоккеисту. Видимо, там Сергей Емелин какой-то секрет знает. Гоняет там ребят на кроссе. Вот здесь такой мощный блок в исполнении Салавата Хайруллина. Габаритный довольно-таки игрок, да, Салават. И там, а вот здесь опять Агеев. Агеев против двоих оппонентов. Убрал одного. Оставил на Филиппа. Филиппов, ой-ой-ой, не попал по шайбе. И казалось бы, что Ильдар Султанов уже отыгран, но нет. Ну, пару-тройку моментов сегодня не забили стопроцентно, конечно, хоккеисты башкирской электросетевой компании. И вот сейчас, видимо, на этих эмоциях удаление будет. В составе номинальных хозяев площадки. Да. Расстроено Дмитрий Шеймарданов. Скамейка штрафованных укатился. И вновь большинство в исполнении
Транснефть Урал. 2 минуты до конца, на 2 минуты удален Дмитрий Шеймарданов. И посмотрим, чем же завершится этот матч. Был сегодня гол уже в исполнении меньшинстве, в исполнении Транснефти. Возможно, и Бэск в этом компоненте сейчас преуспеет. Почему бы и нет? Передача здесь не дошла, к сожалению, от Шатунова, но опять в ближний угол с острого угла попытка бросить, но звякнула так штанга, и звучит свисток. Звучит свисток. Возмущения какие-то у хоккеистов Транснефти, но не им надо сейчас возмущаться, а возмущаться надо хоккеистам Бэска, потому что втроем они на площадке остаются в очередной раз. Искандер Салихов. Ну и вот здесь втроем можно попробовать убежать. Бежит вперед. Ну, как будто не так много сил. Ой-ой-ой-ой. Вадим Петров. Вадим Петров сейчас будет третьим удаленным на скамеечке. Минут с небольшим до конца этого матча. И огромная пропасть, так сказать, в счете. Ну и огромный шанс реализовать свой момент. Да. 0-9. Просят болельщики 10-й гол, но пока что не очень удачно играет в большинстве из Транснефти. Вот здесь вот не дотянулся до шайбы Елизарев и сзади своих ворот уже окатывается. Ну и из своей зоны атаку сейчас начинают. Но есть зато возможность раскатиться. Успешно вошли в зону. Передача на партнера. Сам бросает Шлыков. Но блокирует этот бросок. А здесь какой хлесткий в исполнении 55-го номера. Но неудачно Дерягин действовал. Опять бросок, добивание и 0-10. 0-10. Ильгиз Ерназаров делает счет двухзначным. Ну и практически завершен наш матч. У нас матч, да. Остальное уже формальности, так сказать. Со счетом 0-10 побеждает команда Транснефть Урал. Поздравляем ребят с этой победой. Впереди у нас еще одна встреча. УФСИН будет встречаться с Баш РТС. Тоже интересное противостояние. Любите хоккей, смотрите хоккей. Мы с вами не прощаемся. Меня зовут Сергей Емелев. Оператор, режиссер, кудесник трансляции Анатолий Зотов. Ну и оператор, кудесник трансляции также Татьяна Зотова. До новых встреч. Пока-пока.